Это актуальное интервью, в студии Полина Долинская. Как развивается промышленность Якутии и каких рекордов добились добывающие компании за минувший год? Не повлиял ли коронавирус на их планы в этом году? И как начал влиять на экономику республики масштабный проект «Сила Сибири»? Об этом и не только поговорим сегодня в нашей программе. Гость нашей студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, какие достижения в сфере промышленности вы считаете самыми значимыми за прошедший год для нашей республики? Каковы темпы развития промышленности? В этом году предприятия промышленности действительно могут похвастаться многими рекордами, каждый в своих отраслях, конечно, и не без определенных проблем. В целом, я хочу отметить, что наши производственники обеспечили, что индекс промышленного роста превысил 112%. По сути, если изменения в статистике в целом по регионам страны не произойдут, мы оказываемся и находимся сегодня в топ-10 регионов по индексу по росту индекса промышленного производства. Это очень значимый показатель, особенно учитывая, что в целом по стране этот усредненный индекс менее 3%, и это серьезная история за последние лет 7, наверное, чтобы мы вышли на такой уровень. За счет чего это произошло? В первую очередь в нефтегазовой отрасли. Что мы знаем прекрасно о запуске 2 декабря «Сила Сибири» и, соответственно, вводе в эксплуатацию Чиндинского месторождения. Мы присутствовали на этом значимом мероприятии. Это событие, которое волновало не только людей, связанных с промышленностью в нашей стране, но это проект действительно международного уровня. Конечно, история, и как следствие мы получили, что добыча газа у нас превысила 3 миллиарда кубометров по итогам года. А если так взять, в среднем до этого мы находились в диапазонах 1,7-1,9 миллиардов кубометров. То есть вы видите, какой значимый рост, почти в 2 раза. Если взять нефтяную сферу, то там компании достигли уровня в 14 миллионов. Значимый показатель, несомненно. То есть, не говоря тут не только о советских периодах, когда у нас уровень добычи практически отсутствовал, то есть это предприятия сегодня обеспечивают ежегодные рекорды в своей сфере. Это, конечно же, ТАСС Юряхнефтегазодобыча, Сургутнефтегаз, компания РНГ. То есть какую компанию не возьмем, каждый добивается значимых показателей, в том числе и вот новых месторождений, например, произошел в прошлом году. Например, это у компании Сургутнефтегаз, Ленское месторождение, и компании РНГ. Я думаю, мы еще поговорим о перспективах, это, соответственно, обеспечивает перспективы следующих периодов. Если говорить об угольной отрасли, то сегодня очередной значимый рекорд в более 19 миллионов тонн угля было выдано на гора. Это превысило показатель прошлого года. И основной вклад здесь обеспечивает компания «Колмар», которая реализует свои проекты в Южной Якутии. Я отмечу, что они работают на территории опережающего развития Южной Якутии. И думаю, что это создает дополнительный стимул для прихода к нам в республику новых компаний, которые могли бы развиваться в различных отраслях, а не только в горнодобывающей промышленности. Если взять компанию «Алроса», она тоже показала значимый рост в добыче алмазов, соответственно, с 33 перейдя на уровень 34 миллиона карат. Взять серебро, буквально на Восточном экономическом форуме производился запуск горно-обогатительного комбината компании «Прогноз» на месторождении «Вертикальное». И благодаря этому рекорды в этой отрасли промышленности более 112 тысяч килограмм. Значимо, то есть несомненно. И эта динамика, она продолжится и в дальнейшем. Что бы еще отметил? В ювелирной, например, сфере достигли показателя в производстве 2,4 миллиарда рублей. То есть тогда, как еще буквально не так давно, этот показатель был 2 миллиарда рублей и менее. Есть проблемы, связанные с производством бриллиантовой продукции. Здесь у нас наблюдается снижение, но я думаю, это может быть тема либо отдельной встречи, либо сегодня у вас будут наверняка вопросы. И лесная промышленность.
Что касается именно добычи драгоценных металлов, на днях было сообщение о том, что продажи именно алмазов, они на рынке упали именно в связи с эпидемией коронавируса. Но при этом некоторые эксперты утверждают, что ожидается повышение цен на золото. Повлияет ли ситуация и планы на добычу алмазов, а также золота в этом году? Несомненно, влияние окажет. И я хочу сказать, мы уже такой прогноз и представляли в правительстве Министерства экономики. Но отмечу, что здесь идет влияние не только коронавируса. Эта тенденция имеет накопительный характер. Все знают, что в прошлом году ситуация между США и Китаем, напряженность в торговых отношениях, она уже начала влиять на ситуацию на алмазном рынке. Помимо этого, в целом вопросы, как говорят, прогнозируемой рецессии, она тоже не может не сказываться. Замедление темпов роста в мировой экономике, оно тоже оказывает свое негативное влияние на этот рынок. Помимо этого, возьмем рынок синтетических алмазов. Они выходят уже, я думаю, превысили объемы, ожидаемые в 4 миллиона карат. Если так взять, буквально лет 5 назад это было 300-400 тысяч карат, а сегодня этот показатель уже 4 миллиона карат и, возможно, больше. При этом эксперты оценивают, что значительный объем, это более 75%, нелегальный рынок, и люди за границей часто покупают вместо натуральных алмазов, не зная об этом, они покупают искусственные камни. И сверху у нас приходит ситуация с коронавирусом. Сегодня мы понимаем, основной клиент это Китай и рынок США. Соответственно, эти все факторы накладывают эти ограничения. Как следствие идет снижение планов. Anglo American более 1 миллиона карат они снижают в добыче. Компания De Beers снижает свои прогнозы по добыче. Соответственно, идет влияние и на компанию Alrosa. Это очевидно, если идет затоваривание на рынке, сегодня затоваривание не только у добывающих компаний, но и производителей. В частности, у компаний, которые 90% обработки алмазов, производства бриллиантов приходится на рынок Индии. И там сегодня кризис и в отрасли производства, и затоварения стоков, и в вопросах кредитования. То есть проблема она системная. Тем не менее, лучшие друзья девушек это бриллианты, и ожидается, что все-таки на премиальных камнях будет наблюдаться дальнейший рост, и он прогнозируется вплоть до 10-15%. Поэтому те компании, которые сегодня выберут как раз правильную маркетинговую кампанию, и все-таки, если сделают акцент и на рынок общедоступных камней, они могут получить положительный эффект. Потому что действительно эксперты отмечают, что недостаточное внимание уделяется именно сфере маркетинга, рекламе низкобюджетных, среднебюджетных изделий с бриллиантами. Я думаю, смог схарактеризовать отрасль. Недавно Татнефтегазодобыча пробурила первую в мире многозабойную скважину по новой технологии. Скажется ли это на объемах добычи нефти и как в целом обстоят дела именно с внедрением новых технологий в добывающих отраслях? Мы буквально неделю назад встречались с исполняющим обязанности генерального директора Татнефтегазодобыча. Буквально позавчера общались с представителем компании. Они подтверждают дальнейшую динамику и рост своих производственных показателей. Я уже в целом отмечу, что не могу не отметить, что в прошлом году, например, компания за годы своей работы на территории Якутии достигла также объемов 10 миллионов тонн. Это значимая история, и сегодня они близки как никогда к ориентиру в 4,8 миллиона тонн. И напомню, что полка ожидается на уровне 5,1 миллиона тонн. Возможно, это дело буквально в ближайших пары лет, как говорится. Может быть, они в зависимости от конъюнктуры рынка придут к этому раньше. Мы со своей стороны готовы необходимое содействие оказывать. Республика в целом в этом заинтересована. Тот вопрос со скважиной, я действительно отмечу, это уникальная ситуация не только для России, это достижение общемирового масштаба. В компанию звонят, обращаются многие специалисты из отрасли, каким образом это было достигнуто, в том числе кто работал
ну, чтобы получить профессиональные консультации, ну, выезды в том числе. Ну, это очень значимый момент для всей отрасли, еще раз повторюсь. Если говорить о высоких технологиях, я бы, например, отметил такой факт, еще раз хотел бы к нему вернуться, мы говорили об этом в декабре, но отметить можно и в очередной раз, да, например, что запуск Чиндинского месторождения полностью используемое оборудование российского производства. Это действительно значимо, это вопрос импортозамещения, это вопрос использования оборудования, которое работает в наших сложных климатических условиях. И идет автоматизация во всех отраслях, то есть горная ли добыча, либо нефтегазовая сфера. Кстати, реализация масштабного проекта «Сила Сибири», она предполагает газификацию десятка населенных пунктов в Якутии. Вот как началась эта работа? Я тогда сразу уточню, что 3 десятков населенных пунктов, да, это же важно. Районы Алекминский, Ленский, Алданский и Нерюнгринский. В каждом из них свое количество населенных пунктов. Мы сегодня уже начали разработку проектно-сметной документации по городу Алекминск и поселок Чульман. Но Чульман там идет, ну, планируется газификация не домов, а угольной котельной. Вот в прошлом году, когда я был на отчете, население очень активно задавали вопросы, жители переживают за ситуацию со своей котельной. И вопрос в том, что она находится посреди поселка, это уголь, да, ну, соответственно, сажа и прочие последствия. И когда услышали вопрос, что будет газификация, это было очень положительно воспринято. И я надеюсь, они слышат, что эта работа сегодня правительством продолжается совместно с компанией Росгидро. Ну, у них уже тоже план в этом есть. Так что... Очень коротко, можете рассказать, какие планы и задачи ставят перед собой промышленные компании в этом году? Конечно, нефтегазовая отрасль 15 миллионов тонн, газовая превышение 8 миллиардов кубометров, уголь превышение в 22 миллиона тонн, золото, ну, будем стараться стремиться, чтобы обеспечить прошлые показатели. Во всех отраслях будем стремиться превысить достижения прошлого года. Большое спасибо, Максим Викторович, за такую интересную беседу. Напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Это было актуальное интервью. Всего доброго. Спасибо.